«Актуальное интервью» в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Самая значимая научная площадка для школьников проходит в эти дни в Якутске. Республиканская научная конференция «Конкурс молодых исследователей. Шаг в будущее». О работе традиционной научно-практической конференции мы сегодня и поговорим. Гости у нас в студии Алевтина Аргунова, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха. Алевтина Петровна, здравствуйте. Добрый день. Сколько в этом году участников регионального этапа и как проходил отбор? Как вы знаете, у нас уже вовсю идет второй день основных мероприятий нашей научной конференции молодых исследователей. В этом году у нас участников стало побольше. Это где-то 1572 участника. При этом надо сказать, что в этом году мы расширили географию. В этом году у нас участвует и Приморский край, и Чукотский автономный округ, поэтому география нашей конференции расширяется. Арктический район у нас будет представлена, часть у нас очные доклады, и часть у нас будет через онлайн-подключение. В этом году у нас тоже задействованы почти все наши организации. Основным у нас координатором является Малая академия наук Республики Саха-Якутия и наш Северо-Восточный федеральный университет. Но вот как раз ребята из Чукотки и Приморья защищают свои проекты дистанционно. Да, у нас они защищают проекты дистанционно. А вот если вспоминать конференции прошлых лет, то какие работы становились победителями? Здесь у нас приоритетных направлений, конечно, у нас очень много, как и в этом году. У нас очень много участников по направлению химические науки, технологии. У нас очень много работ в этом году касаемо общественных работ, исторических наук, экологической секции. Поэтому я думаю, что вот большинство вот тех, значит, и очень много у нас также и по техническому направлению работ, да, и как раз-таки вот большие у нас результаты были достигнуты вот участия наших детей по экологическому направлению, по химическому направлению, также по промышленным, ну, по инженерным направлениям, да. И здесь в этом году надо сказать, что мы увеличили в этом году секции. Если у нас раньше было их 39, то в этом году у нас с учетом, скажем, перспективных направлений у нас увеличены и участники, и, значит, расширены секции по IT-направлению, по креативной индустрии. Поэтому интерес у наших школьников очень большой, и у наших руководителей тоже. Скажите, вот вчера состоялся первый день НПК, там была представлена постерная сессия. Что ребята делают сегодня и до 11 января чем они будут заниматься? Какова программа? Программа у нас обширная, на 3 дня у нас рассчитана. Параллельно у нас, вместе с тем, что у нас идет конференция, очная защита у нас вчера была постерная в Центре спортивной подготовки «Триумф», где дети представили очно для экспертов своей работы. И сегодня у нас уже с 10 часов работают на площадках Северо-Восточного федерального университета наши очные, значит, туры. Это туры уже второго дня, и сегодня у нас уже после обеда будут завершаться мероприятия, будут подводиться итоги двухдневные. На третий день мы приглашаем, значит, наших конкурсантов, которые имеют доклады на английском языке, поэтому тоже будет работать отдельная комиссия. Подведение итогов у нас состоится завтра. И здесь тоже надо отметить, у нас параллельно организована выставка успешных практик, потому что мы считаем, что вот та работа, которая проводится на уровне муниципальных районов, то есть здесь у нас приезжают уже победители региональных туров и муниципальных этапов, поэтому здесь будет организована выставка лучших практик. Кроме этого, мы организовали курсы повышения квалификации для учителей, которые курируют проектно-исследовательскую деятельность наших обучающихся. И кроме этого, у нас состоится круглый стол по системе подготовки одаренных детей. Вот, кстати, вчера наша съемочная группа выезжала в «Триумф» для того, чтобы сделать отдельный сюжет по «Шагу в будущее», и там отдельное внимание уделили нововведению, которое называется «Общественный выбор», где ребята, получается, ходили и сами ставили оценки тем, с кем, ну, вряд ли соревнуются, наверное, просто выступают вместе на конференции. Как это дело обстоит? Этот формат мы ввели буквально недавно, в прошлом году мы его тоже, да, мы помним, после пандемии у нас в прошлом году тоже был очный тур, и, значит, была поддержана инициатива по проведению общественного выбора. В нем, конечно, участвуют у нас не только крупные компании, такие как ПАО «Якутскэнерго», «Алмазанабара», венчурная компания, «Технопарк». Здесь у нас участвуют также и общественные организации, это Ассоциация молодых ученых, Ассоциация молодых преподавателей, Географическое общество.
То есть мы вот с целью популяризации науки и научных исследований, привлечения детей, значит, к проектам, к исследовательской деятельности, вот мы решили организовать общественный выбор. При этом, вот, как вы вчера заметили, другие, значит, представители, скажем, и, возможно, даже руководители научных работ, они имели возможность, как и учащиеся, так и студенты, так и, скажем, представители из, скажем, групп руководителей тоже принять участие вот в формате приклеивания стикеров на те работы, которые вызвали наибольший интерес. А что это даст участнику конференции? Здесь у нас итоги будут тоже подведены. Здесь у нас будет отдельная номинация «Общественный выбор». Я думаю, что дети будут и руководители будут очень рады, когда получат такой общественный выбор. Кроме этого, у нас проводится голосование в социальных сетях ВКонтакте. Она организована нашим центром Малой академии наук, в котором тоже можно будет проголосовать за понравившуюся работу. Надо сказать, что голосование у нас уже закончилось 9 числом, поэтому мы завтра будем подводить итоги. Это очень интересное нововведение. Алевтина Петровна, скажите, а какой состав экспертов в этом году? Если участвуют ребята из Чукотки и Приморья, можно ли говорить о том, что у нас есть эксперты из других регионов России? В качестве экспертов, да, у нас буквально вчера тоже была встреча вот на уровне и Министерства образования, и на уровне, значит, экспертных комиссий. У нас есть привлеченные очные эксперты из города Москвы, и кроме этого у нас тоже есть специалисты, эксперты из ведущих наших вузов. Здесь надо сказать, что вот ежегодно мы привлекаем более 300 экспертов, это молодые ученые, это также и светила науки, доктора, кандидаты педагогических наук, ну и наук по различным отраслям. И здесь надо сказать, что мы благодарим наш флагман Северо-Восточный федеральный университет, который ежегодно нам, значит, помогает и готовит экспертов. И здесь мы тоже хотим, здесь тоже у нас активное участие принимают и наши вузы, это Арктический государственный институт культуры и искусства, агротехнологический университет. То есть это такая очень, очень мощная, стабильная команда экспертов, которая, в принципе, детей дальше и сопровождает на различные, скажем, туры всероссийского масштаба. А вот вы отметили, что вчера на постерной сессии также присутствовали студенты и магистранты, и аспиранты. Получается, что они тоже своего рода эксперты? У нас есть, да, отдельная тоже в общественном выборе есть номинация, да, то есть они голосуют, это у нас Совет молодых ученых, Общественный совет при Министерстве образования, да, и в принципе вот у нас есть довольно-таки стабильный тоже коллектив экспертов из числа молодых ученых наших республики. Количество секций, мы с вами выяснилось, увеличилось. В какие секции больше всего поступают работы? Но в этом году тоже традиционно это у нас исторические науки, как я уже сказала, вопросы экологии, вопросы окружающей среды, это очень тоже интересно, да. И вот очень много тоже работ касаемого технологии, Может быть, сфера в IT? области химии. И вот мы расширили, как я уже сказала, новые секции, это по IT-направлению. Конференция недаром называется «Шаг в будущее», поскольку школьник, который принимает в ней участие, действительно получает хороший билет в дальнейшую научную карьеру. Но если говорить немножечко приземленно, что победители конференции получают по завершении мероприятия? Ну, это традиционно у нас победители, призеры, лауреаты, да, то есть это примерно у нас почти 45% от поступающих работ, они у нас становятся победителями и лауреатами, да, по тем или иным направлениям, которые были обозначены. Кроме этого, мы назначаем стипендию, которая у нас выделяется нашим фондом, на фонд будущих поколений. Это примерно 10 стипендиатов Академии, да, которые, в принципе, дальше и будут сопровождаться вот, в плане поддержки тех научных проектов, которыми они занимаются. И здесь вот надо сказать, что по линии Малой академии наук у нас эти стипендиаты проходят и круглогодичную подготовку, то есть это не заканчивается, скажем, одним этапом.
Конференция идет с 96-го года, проводится уже в 28-й раз. Наверняка были такие случаи, когда вот из простой работы, которая была представлена на «Шаге в будущее», случались какие-то действительно большие научные открытия. Ну, конкретно, ну, очень много у нас результатов этой конференции, потому что и очень многие вот, как раз-таки молодые ученые, которые сейчас занимаются и экспертами, вот, которые и вносят предложения по изменению формата, внедрению новых форм, являются выпускниками программы «Шаг в будущее». Например, вот, когда я работала в свое время учителем, да, в обычной школе, вот моя выпускница, которую я сопровождала и была в качестве научного руководителя, сейчас она кандидат медицинских наук и сопровождает целый факультет в медицинском институте. То есть это уже надо сказать, что это очень такой, скажем, важный шаг, который для школьника предоставляет огромные возможности. У нас есть достижения, скажем, всероссийского масштаба, и международного масштаба. У нас ежегодно дети занимают довольно-таки очень хорошие, значит, результаты. И надо сказать, что вот в этом году, вот в конце уходящего 23-го года у нас подписан указ главы республики Айсена Сергеевича Николаева о поощрении победителей и лауреатов, призеров как Всероссийской олимпиады школьников, так и конференции «Шаг в будущее». Поэтому я думаю, что этот указ станет большим стимулом в развитии одаренных детей и в целом поддержки талантливой молодежи. Более чем. Алевтина Петровна, конференция еще продолжается. Я думаю, многие участники заинтересованы в том, что действительно на ней происходит. Я думаю, что многие из них смотрят наше с вами интервью. Каковы у вас будут пожелания или, может быть, напутственные слова? Как я уже сказала, участие в таких мероприятиях дает очень большие шансы заявить о себе, о своих научных исследованиях. И надо сказать, что в целом-то и по российской науке, да, у нас проводится уже второе десятилетие науки и технологий, десятилетия, да, и здесь надо сказать, что очень молодцы вот наши педагоги, которые работают на местах, и наши дети, которые принимают активное участие. Я думаю, что первый, скажем, опыт уже участия на региональном уровне даст возможность участвовать уже в более масштабных мероприятиях. Поэтому я всем желаю удачи и не отчаиваться, да, и продолжать свои научные исследования, потому что сейчас у нас поддержка очень развита, как и вот на российском уровне, так и, скажем, на уровне республики. И здесь у нас формируется у нас система, база данных одаренных детей, талантливой молодежи, которая у нас находится в государственном информационном ресурсе. Мы же все знаем, что все мы живем в цифровом мире, и у школьников появляется возможность участвовать на других мероприятиях. Это касаемо не только, скажем, вот, мероприятий, проводимых Малой академией наук, да, или вот «Шагом будущего». Это могут быть и всероссийские перечневые олимпиады, которые включены в перечень Министерства просвещения Российской Федерации. То есть это будет уже поддержка талантливой молодежи уже на федеральном уровне. Ну и все зависит от желания самого молодого исследователя. Конечно. Благодарю вас, Алевтина Петровна, за интересную беседу. Приятно осознавать, что все еще есть люди, которым дорого просвещение. Да. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.